Саид Мурат, давай вернемся еще к нашей теме. Наша тема сегодня заявленная как мир после пандемии, о новых тенденциях и в каком направлении развиваться. Пожалуйста, дай вот такой совет, в каком направлении сейчас нужно развиваться, какие тренды, как ты считаешь? Пожалуйста. Чтобы понимать тренды, надо просто посмотреть на три важные вещи. Первое. Надо посмотреть вокруг тебя. Вот, например, родные, близкие, друзья, соседи, знакомые, все. Посмотреть, на что люди готовы потратить деньги дальше. Например, анализируешь, у них мебель уже есть, да, значит они на мебель меньше будут тратить. У них одежда у большинства есть, да, они будут тратить, но не так много. Посмотри внимательно, на что они, то есть задавай себе вопрос. Иногда у своего окружения надо спросить, чтобы тренд понимать, свое окружение. И вот как ты думаешь, на что ты потратил бы еще деньги? Или что еще ты не хотел бы купить и так далее, и так далее. И это видно сразу. Это первое, что надо понимать, на что люди готовы потратить деньги дальше. По моим понятиям, на что они будут больше потратить деньги, это что? Люди начали понимать, что здоровье важно, они будут тратить, на профилактику будут тратить. Не на лечение, на профилактику. Они не хотят болеть. Уже приходит к пониманию профилактики. Будут понятно, что здоровье. Второе, образование они будут потратить. Они будут это делать. Третье, они хотят, то есть третье, на что будут люди больше потратить, это именно инновация. Инновационные технологические вещи. Потому что эти вещи облегчают жизнь и так далее. Это очень-очень важная вещь, то, что надо понимать. Что будущее придет к тому, вот что мы видим, что будущее без технологий невозможно будет делать нормальный бизнес. Нормально реализовать любую идею. Вот сейчас мы с тобой общаемся, благодаря технологии столько людей слышат нас. Вот если эти навыки не научишься, ты останешься позади. Это правда так. Все эти навыки, они необходимы становятся. Поэтому вот владеть надо именно в этом направлении. Образование, образовательной сфере. В будущем, как пандемия чуть-чуть уменьшится, все равно люди будут заново путешествовать. Хочу, чтобы вы поняли. Они будут все равно путешествовать. Почему? Потому что люди уже почувствовали вкус путешествия. Они никогда не остановятся. Это однозначно. Как бы ни. Дальше, следующее направление, что будут расти? Это развлечения будут расти. Она все равно будет расти. А почему? Потому что видите, жизнь в балансе, день и ночь, вдох-выдох. Поэтому чем больше будет депрессивность и скорость жизни, тем больше человек нуждается в отдыхе. Понимаете, да? Вот это все, это очень важно. Поэтому людям, например, сейчас видишь скорость, то, что сейчас, посмотри, за 100 лет, за это 100 лет. Давай возьмем. Человек до космоса добрался, да? За это последние 100 лет сколько изменений есть, да, если так реально посмотреть. Скорость развития такой скоростью, что не успеешь. Я, например, один сайт делаю, он где-то 2-3 месяца работает, я смотрю, он уже устарел. Я смотрю, уже какие-то другие вещи появились. Я думаю, ё-моё, мы не успели. Пока делаем новый, еще 1,5-2 месяца уходит. И это на самом деле, одну навык ты усваиваешь, и тут же видишь, что он уже прошел это. Фишки, которые у тебя сегодня работают, завтра не работают. Маркетинге ходи, который сегодня работает, завтра опять не работает. Сейчас, что я хочу вам сказать. Какой навык у вас будет самый необходимый навык? Это способность быстро учиться, адаптироваться к новой реальности. Это важно. Это один из важнейших способностей, которые сейчас надо усваивать. Это быстро учиться, адаптироваться к новой реальности. И ты должен быть готов. Не надо упрямство сказать, что я такой крутой, у меня 20 дипломов, у меня стаж работы 40 лет. Ну что? Это все уже позади. Так что... Чему учится сейчас Саид Мурат Давлатов? Да, это готов. Это надо быть готовым учеником всю жизнь. Знаете, я боюсь, когда меня иногда мне, честно скажу тебе, Игорь, мне многие люди наставникам говорят, но я себе читаю, такой ребенок, такой ученик, мне надо так многому учиться. Я иногда так сижу, молюсь, говорю, Аллах, дай мне возможность. Я так многому еще должен знать, как правильно делать. Это очень необходимо. Это правда. Поэтому я не понимаю людей, которые думают, что все знают. Я таких реально не понимаю. Пора книжки читали или пора тренинги посещать. Или еще сами говорят, нормальный тренинг даже не посещал. Пора YouTube-канале, там бесплатно что-то посмотрел, вводные встречи или чего-то, не буду других, думать, что он все знает. К сожалению, вот такое. То есть, значит, первый я сказал там, второй говорил, быстрый навык. И третья вещь, которая, то есть второй что? Надо воспитать в себе навык быстро учиться. Третья вещь, надо развивать в себе коммуникативные навыки.
эмоциональный интеллект, коммуникативный, потому что ты теперь не справишься в одиночке никогда. Например, раньше как было, ты мог бы быть суперпрофессионалом в одном блоке, скажем, либо менеджменте, либо продавцом супер быть, или где-то, или производителем. Это было одно. А сейчас важно уметь командную работу. Сейчас не самому быть звезда, а иметь команда, которая становится звезда. То есть получается, что не себя сделать номер один, а команду сделать номер один. Вот сейчас время такое. Необходимо время. Без этих навыки ты никогда не справишься в будущем. Это просто не видать просто. Вот пытаться быть самому звезду, самому лидером, это время уже позади. А время одиночных волков ушло. Коммуникативные навыки. Друзья, Да. Саид Мурадовлатов своей командой, звездной командой, организовывает 1 октября очень крутое событие мирового масштаба. Поэтому для предпринимателей, люди, которые занимаются бизнесом традиционным, классическим, сетевым, 1 число, это для нас с вами 1 октября, вот буквально уже послезавтра, мы приглашаем вас в Москву, самый крутой, фешенебельный, респектабельный зал города Москвы, это зал Каро, красиво, в центре, Арбат. И как уже сказал Саид Мурадовлатов, что коммуникативные навыки. Вы встретитесь с новыми людьми, у вас будет нетворкинг, у вас будет фотосессии, у вас будет тренинг от самого Саида Мурадовлатова и, конечно же, премьера фильма. Да. Премьера фильма, которая, я точно уверен, что наберет не просто миллионные и миллиардные прокаты, а на самом деле это полезный инструмент для нашей жизни. И в заключении, да, крайний вопрос, мы увидимся обязательно, очень жду встречи с Ламарой. Скажи, пожалуйста, сегодня, на мой взгляд, время уникальное, когда есть большой выбор, большие возможности. Мы видим, как молодые люди становятся миллионерами, они не воруют, у них классные идеи, они дают пользу вселенной, да, либо в виде IT, в виде сервисов, в виде услуг, которые продвигаются. Как ты считаешь, вот есть такая фраза, что мир изменился, и он не будет прежний, как тогда, да? Вот как бы ты продолжил эту фразу в твоей интерпретации? Я сказал бы так, мир действительно не будет как в прошлом. Жизнь всегда идет вперед. Жизнь всегда идет вперед. Если так посмотреть времен, например, пророков и времен 1000 лет назад или времен 100 лет назад, жизнь всегда идет вперед. И будут создавать и развивать, изобретать те люди, которые творческие. И они во все времена будут свои герои. Я хочу сказать, что во все времена будут герои. Всегда. Но помните, у каждого героя есть наставник. Вот что я скажу. У каждого героя есть наставник. Это очень важно. Это очень важно, чтобы человек сам выбрал свое будущее. Какое будущее я хочу. Я много раз людям задаю вопрос. На что ты готов потратить оставшиеся дни своей жизни? На этот вопрос, когда человек ответ найдет, он начнет понимать. 3 вопроса надо дать ответ. Вопрос надо задавать, ответ. Первый вопрос, на что я хочу потратить оставшиеся дни своей жизни. И письменно отвечать. Если сразу не придет ответ, не обижаться на себя, не отчаиваться, а потом продолжать много раз, пока не пишешь ответ. Второй вопрос, который надо себе задавать, что я хочу оставить после себя. Вот после себя, что я хочу оставить. Это второй вопрос. И третий вопрос, сколько жизни людям я могу принести радость? Это какая моя цель жизни, которая принесет больше количество людям в их жизни влияние положительное. Все. Когда человек это осознает, у него будет отлично. Поэтому жизнь не будет прежней, он будет продолжаться. Помните, что во все времена рождаются герои, во всех временах были свои герои. Вы можете жить точно так же, как герой, если хотите. Выбор за вами. Выбирайте сами, выбор есть. Игорь, хочу, чтобы включили комментарии, чтобы немножко мы ответили на вопросы людей. Дорогие друзья, пожалуйста, задавайте полезные вопросы, мы готовы ответить. Но сколько успеем ответим, так что не обижайтесь, если вдруг на все не успели ответить. Первые 3-4 вопроса ответим. Вопросы были такие, все передают салам алейкум,
Здравствуйте, наставник. Пожалуйста, ответьте на вопрос, каким бизнесом можно заняться, но вы уже ответили. Когда будете в Казахстане? Спрашиваю. 11 октября будут премьера кино в Казахстане, а с 14, по-моему, начнется по всем Казахстану, это будет этот, как называется, показ фильма, широкий прокат по всему Казахстану. А тренингом я буду, Аллах даст, в ноябре в Алмате, иншаллах. В Дагестане будут чуть попозже. В Дагестане тоже будут, просто в связи с тем, что я школу открываю в Таджикистане. И к открытию школы, иншаллах, приедет наш уважаемый наш президент. Поэтому я отменил там несколько городов, переносили на другой дату. Вот. Хочу поменять работу. Сейчас смотри, хочу поменять работу, но не могу решиться. Подскажите, что делать? Почему не может решиться? Самое плохое оставаться там, где вы сейчас. Запомните мои слова. Самый большой риск оставаться там, где вы сейчас. Потому что вы и так все то, что могли там понять, вы уже поняли. Поэтому идите, делайте ту работу, которая делает вас умнее. Работайте именно там, где вы получите умственное награждение, где вы можете стать более умнее, чем кто вы есть сейчас. Помните, вы знаете, один мудрец сказал, это не мои слова, один мудрец сказал, что вы никогда не открываете новые берега океана, если не покинете этот берег. Понимаете? Вы никогда не увидите другой берег, если не покинете этот берег. Так что бросайте, уйдите. Я хочу вам кое-что сказать. Не бойтесь. Как вы уходите и закрываете за собой эту дверь, перед вами всегда открывается другой дверь. Всегда есть другой дверь. Поверьте, это правда. Как расширить бизнес в Европе? В Европе я не делал бизнес, но в Европе намного, мне кажется, что конкуренция побольше, но от того, что за счет качественных продуктов и так далее, большинство европейцев, они стараются зарабатывать за счет автоматизации и за счет мирового рынка. Посмотрите ваш продукт, где более востребован по всему миру. Фокусируйтесь на это. Европейский товар, она воспринимается везде по всему миру сразу, как, например, сделано в Германии, сделано там, все сразу воспринимается качественно и так далее. Делайте это позволит вам очень хорошо зарабатывать, подниматься. Поэтому любой продукт, который в Европе есть, вы можете его развивать по всему миру. А если дороговато окажется для какого-то региона, эту технологию изучайте и производите в том регионе, но только европейским технологиям. Например, я сейчас хочу химзавод построить с европейскими технологиями. Я сейчас так хочу делать. Поэтому с Европой можно много вещей делать. Торгую инфопродуктами. То есть, вот, сейчас я пытаюсь, вот она. Торгую инфопродуктами, думаю, стоит ли взять наставничество у другого человека, у которого опыт 4 года в этом. Ну, конечно. Конечно, Фатима. Если вы видите человека, который в этом успешный, берите и делайте. Кто-то пишет, Виллинес работа стоит. Я не знаю, дорогой мой. Я ни в одном компании не рекомендую, дорогой. Любой твоя компания, они по-своему хороша и по-своему плоха. У каждого из них, где бы ты ни пошел, нету легкого места. Везде надо пахать. Поэтому я никогда ни одной компании не рекомендую. Я обучаю бизнес, обучаю о деньгах, но ни одной компании рекламой не занимаюсь. Как набрать клиентов в ателье? Как набрать клиентов в ателье? Смотрите, сейчас что происходит? Сейчас происходит, что вот запомните, выходите на рынок через преданные свои клиенты. Первый, фокусируйтесь на удержании клиентов, которые у вас уже заказывают, уже работают у вас. В 70% усилий вложите на удержание тех клиентов, которые у вас есть. Разработайте 5 или 10 шагов, хотя бы от 3 до 5 инструментов для удержания и повторный закуп, чтобы люди возвращались к вам. Так что, и мы это называем как песочные часы, да? То есть очень важно, чтобы вы заходили на свой рынок, расширяли долю рынка через преданность своих клиентов. Это да, 70% своих усилий направьте именно так, а 30% на поиск новых клиентов. Только тогда у вас бизнес пойдет очень хорошо. Я повторяю еще раз, 70% всю свой фокус на удержании своих клиентов, разработать от 3 до 5 инструментов для повторных. Людям сейчас что нравится? Людям нравится что-то новизна, что-то лучший дизайн, лучший подход, лучший модель. Вам надо просто фокусироваться на того, чтобы постоянно им что-то какое-то новое показать, что-то новое. Кто сейчас это делает систематично, дело пойдет у него хорошо. Но один раз делать сидит не пойдет. Вам надо быть постоянно креативным, постоянно
новизна, постоянно что-то улучшить. Тем более, если вы в ателье работаете, это возможно, потому что через дизайном, через того вы можете это делать. Спасибо большое за то, что вы учите. Спасибо, Елена. Большое спасибо. Сейчас звука есть, Игорь, вы меня... Кроме как делать бизнес. Все хорошо, да. Сейчас скажу. Послушайте, пожалуйста, я никогда людям не говорю, что все должны заниматься бизнесом. Ни в коем случае. Вы что? Если вы учитель, вы должны, ваша миссия, если вот призвание ваше, быть учителем, вы должны стать великим учителем. Это очень важно. В нашем обществе все профессии нужны. Нельзя говорить, что как будто люди должны все заниматься бизнесом. Нет. Но я вам скажу так. Если вы профессиональный учитель, крутой учитель, сильный учитель и так далее, найдите бизнесмена, который в частной школе хочет открывать, и будьте с ним небольшой акционером. И все. И развивайте все. И у вас будет и профессия, и доход, и все, и так далее. Это один из способов. Второй способ. Зарабатывайте, как учитель, то, что зарабатываете. Постройте небольшие инвестиционный портфель. Что делаете? Покупайте хотя бы по $100 каждый, например, через месяц. $100 у одной компании, $100, второй месяц $100, третий месяц $100, четвертый месяц. У 10 разных компаний покупайте акции. У 10 разных компаний. Но каждый месяц у разных компаний. Понимаете? Это очень важно. Займитесь инвестициями. Хотите, чтобы ваша жизнь поменялась, чтобы вы не нуждались? Займитесь этим. Но будьте, свою жизнь посвятите быть учителем. Будьте супер учителем, работайте над этим, дайте дополнительные консультации, помогите детям, вкладывайте, потому что вы должны быть счастливым. А вы счастливы, когда ваш труд дает плоды. А заработанные деньги, как я вам сказал, маленькими, скажем, суммами. По 1000 рублей можно купить же акции, правильно? Можно купить, значит, 10 разных компаний, еще раз повторю, 10 разных компаний. По $100 каждый месяц покупайте акции. Мой совет к вам. Но это делайте протяжении всю свою жизнь. Не один раз. Это делайте протяжении всю свою жизнь. 10 компаний, часть из них местные, часть из них зарубежные, и все. И разные отрасли. Один металл, другой там технология, третий это золото, четвертый еще там что-то, пятый. Это несложно делать. И все, у вас дело пойдет очень хорошо. Но делайте это 15-20 лет. Саид Мурат, я благодарю тебя. Просто хочу заботиться о твоем времени, о твоем... Спасибо. Здоровья. Да, у тебя предстоит большая работа. Друзья, мы все благодарим вас за то, что вы в этот вечер были в энергиях успешных людей. Саид Мурат Давлатов специально для нашего канала нашел время и поговорить с вами, и ответить на многочисленные вопросы. Я удивлен, что столько вопросов. И спасибо за вот те знания, которыми ты делишься. Поэтому... Спасибо. Ребят, спасибо, один на миллион. Поэтому давайте встретимся в Москве 1 числа. Если вы не в Москве сейчас, я обращаюсь к вам с такой просьбой. Информируйте человека, что будет Карафильм на Арбате 1 числа в 18 часов начала. Большая встреча с самим Саид Мурадом Давлатовым и его командой, великолепной командой. Мы научимся, мы будем учиться, мы будем активно в этот день, на этой встрече и учиться, и смотреть фильм, и расширять свое общение, кругозор и знакомство. Поэтому давайте вместе встретимся 1 числа, Карафильм, на примере фильма истории, понимаете, это реальная история, история человека, который перед вами сейчас вот целый час делился и вкладывал в нас вот эти знания. Поэтому давайте постараемся быть в Москве. Если еще раз вы не сможете приехать, хотя надо все бросить и приехать на эту премьеру. Тем более сегодня, кто имеет возможность и реально... Благодарю, Саид. Доброго вечера, семье здоровья, привет от нас с Ламарой и до встречи. Спасибо, ребята, всего вам доброго. Очень был рад встретиться с вами. Ждем вас на премьере нашего фильма в Арбате, кинотеатр «Октябрь». До встречи. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.